Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока – случаи деления, когда делитель больше делимого. Сегодня на уроке познакомитесь со случаем деления с остатком, когда в частном получается 0, делимое меньше делителя. Закрепите приемы внетабличного умножения и деления. Будете совершенствовать умение решать задачи изученных видов. Девиз урока. Мало иметь хороший ум. Главное – хорошо его применять. Беритесь, ребята, скорей за работу. Считайте, решайте, не сбейтесь со счету. Работу на уроке начнем с повторения правил расставления порядка действий в выражениях. Первое правило. В выражениях без скобок, содержащих только действия первой или второй ступеней, действия выполняются в том порядке, в котором они записаны, слева направо. Правило второе. В выражениях без скобок сначала выполняются по порядку слева направо действия умножения или деления, а потом действия сложения или вычитания. Правило третье. В выражениях со скобками сначала вычисляют действия в скобках, затем по порядку слева направо выполняются действия умножения или деления, а потом сложения или вычитания. Решите выражение, расставляя порядок действий. 63 разделить на разность чисел 14 и 7. 80 минус 32, деленное на 4. 64, деленное на 8, умноженное на 11. 36, деленное на 6, плюс 4, умноженное на 6. Первое выражение содержит скобки. По правилу, первое действие надо выполнять в скобках, а затем 63 разделить на результат, который получили в скобках. Результат выражения равен 9. Во втором выражении есть действия первой и второй ступеней. По правилу, первое действие выполняете деление, затем из 80 вычитаете результат первого действия. Результат выражения равен 72. Аналогично рассуждая, выполните действия третьего и четвертого выражений. Если вы правильно расставили порядок действий, то результат третьего выражения равен 88, результат четвертого выражения равен 30. Молодцы! Повторим табличное и внетабличное деление и умножение. 81 разделить на 9, 4 умножить на 7, 48 деленное на 6, 8 умноженное на 6, 92 разделить на 23, 48 умножить на 2, 84 разделить на 14, 16 умножить на 5. Для решения внетабличных случаев умножения и деления вам надо вспомнить правило. Чтобы разделить двузначное число на двузначное, можно воспользоваться путем подбора. Чтобы умножить двузначное число на однозначное, можно двузначное число разложить на разрядные слагаемые, каждое слагаемое умножить на число и результаты сложить. Проверьте, какие результаты у вас получились. 9, 28, 8, 48,
4, 96, 6, 80. Если у вас получились такие же результаты, то вы уже хорошо знаете таблицу умножения и деления. Если нашли ошибки, значит, вам надо еще раз повторить таблицу умножения и деления. Решите простые задачи и запишите только решения. На полке лежало 20 книг со сказками и 10 книг со стихами. Во сколько раз больше книг со сказками, чем со стихами, лежало на полке? Вы, конечно, помните, если задача на разностное сравнение и стоит вопрос во сколько раз больше или меньше, выполнять надо действие деления. Значит, 20 делим на 10. На полке в 2 раза больше книг со сказками, чем со стихами. Длина полоски 16 сантиметров. Найдите 1/8 часть полоски. Помните, чтобы найти часть от числа, надо число разделить на знаменатель и умножить на числитель. Значит, 16 надо разделить на 8 и умножить на 1. 1/8 полоски равна 2 сантиметра. Площадь прямоугольника 28 квадратных сантиметров. Длина 4 сантиметра. Найдите ширину. Чтобы решить эту простую задачу, надо вспомнить, как находится площадь прямоугольника. Площадь прямоугольника находится по формуле А умноженное на Б. В формуле нам известен результат и величина А. Величина b неизвестна. Надо вспомнить еще одно правило. Как найти неизвестный множитель? Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный множитель. Получилось выражение. 28 деленное на 4 равно 6 сантиметров ширина прямоугольника. Ответьте на вопросы. Какое самое большое число до 53 делится без остатка на 9? Верно, 45. Какое самое большое число до 53 делится без остатка на 8? 48. Какое самое большое число до 40 делится без остатка на 6? 36. Какое самое большое число до 40 делится без остатка на 7? 35. Молодцы. Вспомните алгоритм деления с остатком. Находим наибольшее число до делимого, которое можно разделить на делитель без остатка. Данное число делим на делитель. Это значение частного. Вычитаем из делимого наибольшее число. Это остаток. Проверяем. Остаток должен быть меньше делителя. Решите выражение. 43 деленное на 6. Найдите результат и остаток. 24 деленное на 5. 73 деленное на 8. 37 деленное на 9. И 8 деленное на 9. Решили? А теперь проверим. А какой пример вызвал у вас затруднение? Почему? Правильно, последний. Так как в этом примере делимое меньше делителя. На уроке вы научитесь решать примеры на деление с остатком, когда делитель больше делимого. Попробуем
из 2 карандашей построить треугольник. Сколько треугольников у вас получилось? Ни одного. Почему? У треугольника 3 стороны, а карандашей только 2. Как записать эти действия с помощью числовых выражений? 2 деленное на 3 равно 0, и остаток 2. Возьмем 3 карандаша и построим квадрат. Сколько квадратов у вас получилось? Ни одного. Почему? У квадрата 4 стороны, а карандашей только 3. Какое выражение можно составить? 3 деленное на 4 равно 0, и остаток 3. Посмотрите внимательно на полученные выражения и сделайте вывод. Каким будет результат деления, если делимое меньше делителя? В частном получится 0, а остаток будет равен делимому. Запомните это. А как проверить, правильно решены выражения или нет? Для этого вспомним алгоритм проверки выражения деления с остатком. Сравни делитель и остаток. Остаток должен быть меньше делителя. Делитель умножь на частное. К полученному результату прибавь остаток. Сделай вывод. Если получили делимое, пример решен правильно. Проверим выражения, которые у нас получились. 2 деленное на 3 равно 0 и остаток 2. Делаем проверку. Остаток 2 меньше делителя 3. Делитель 3 умножаем на частное 0. Результат равен 0. К полученному результату прибавляем остаток 2. Получили делимое 2. Делаем вывод. Пример решен верно. Делаем проверку следующего выражения. 3 деленное на 4 равно 0, остаток 3. Сравниваем остаток 3 меньше делителя 4. Делитель умножаем на частное 0. К результату прибавляем остаток 3. Получили делимое 3. Делаем вывод. Пример решен верно. А теперь закрепим полученные знания. Решите самостоятельно выражение. 9 деленное на 13, 18 деленное на 27, 66 деленное на 70, 50 деленное на 51, 25 деленное на 26. Вы легко справитесь с решением этих выражений, если внимательно слушали объяснения. Для тех, кто слушал не очень внимательно, напоминаю, в частном получится 0, а остаток будет равен делимому. Проверьте, у вас получились такие результаты. Теперь закрепим умение решать составные задачи. Привезли 36 досок. Когда несколько досок взяли на ремонт сарая, осталось 27 досок. Во сколько раз больше осталось досок, чем израсходовали? Какие слова выберем для краткой записи? Правильно, привезли, израсходовали, осталось. Что означает число 36? Количество привезенных досок. Что означает число 27? Количество оставшихся досок. Сколько досок израсходовали? Неизвестно. Что необходимо узнать? Во сколько раз больше осталось досок, чем израсходовали? Запишите краткую запись. Что узнаем первым действием? Сколько досок взяли на ремонт? 36 минус 27 равно 9 досок взяли на ремонт.
то есть израсходовали. Что узнаем вторым действием? Во сколько раз больше осталось досок, чем израсходовали. Выполняем действие деления. Количество оставшихся досок разделим на количество израсходованных досок. То есть 27 делим на 9 равно 3 раза разница. Ответ: в 3 раза больше досок осталось, чем израсходовали. Решите самостоятельно эту задачу, изменив ее так, насколько меньше израсходовали досок, чем осталось. Чем эти задачи будут похожи и чем отличаться? Правильно, похожи условиями, а отличаются вопросами. Чем будут отличаться решения? Конечно, последним действием. Я думаю, вы справитесь с решением этой задачи. Давайте подведем итог урока. Какое важное открытие вы сегодня сделали для себя? Чему вы учились на уроке? Что узнали нового? Добились ли вы желаемого результата? Составьте, запишите и решите 5 примеров на тему нашего урока. А я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч!